Июль для бурого медведя по-настоящему жаркий сезон. А ведь за этот месяц нужно максимально набрать массу для зимней спячки. Здесь на помощь приходят как традиционные медвежьи промыслы, так и отходы жизнедеятельности человека. Именно в погоне за такой легкой и доступной добычей бурые хищники все чаще выходят к окрестностям городов и поселков нашей республики. Вот, смотри. Только за первые недели июля косолапые напугали дачников в Тампонском районе. Вышли на территорию детского лагеря в Тамоте, помешав заезду очередной смены детей. Забрели на территорию школы-интерната в поселке Серебряный Бор. В Нюрбинском районе хищники не просто выходят к людям, а уже спокойно рвут коров и лошадей. Медведи посещают турбазы и даже составляют компанию желающим собрать грибы и ягоды в Ангаласском районе. Для последних подобные выезды на природу заканчиваются больничной койкой. Проблема с бурым медведем, значит, не только стоит в Якутии и по всей России, а численность. Все это связано с высокой численностью вида. В 80-е годы их было всего у нас 8-10 тысяч, сейчас мы считаем где-то 18-20. И у каждого особи есть своя, как говорится, свой участок, своя квартира, как у нас. Куда он никуда других не пускает. Но, естественно, самое главное – это чистота вокруг поселков, те же свалки, все это, чтобы запахов лишних не было. Трупы домашних животных и так далее, все, чтобы это утилизировалось, закапывалось, потому что для него это вот, тухлое, это деликатес для медведей. Безусловно, в ситуациях, когда бурые медведи угрожают жизни и здоровью человека, в городах и поселках разумно применение отстрела хищника. Однако он должен вестись исключительно с разрешения Минэкологии, которая выносит решение по регулированию численности косолапых. При этом на одного охотника выдается разрешение на отстрел одного медведя. Так, по данным сезона прошлого года, вынужденно отстреляли 48 хищников. В текущем году у нас вынесено 125 решений, и по ним всего добыто с начала года 66 медведей. В случаях регулирования численности у нас выносится решение на регулирование численности по сообщению инспекции или комитета, и по нему в течение 3 календарных дней они обязаны добывать медведя. Однозначного ответа, почему медведи потеряли страх и стали все чаще выходить к людям, нет. Однако большинство специалистов склоняется к тому, что если хозяин тайги потеряет возможность столоваться из мусорных баков, желание выходить в свет у него поубавится. Петр Васильев, Артем Алексеев, Якутск.